Здравствуйте! В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. После разговора с лжесотрудником банка жительница Нирингри лишилась более 1,5 миллиона рублей. 57-летняя нирингринка рассказала сотрудникам полиции, что ей позвонил неизвестный. Представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с ее карты пытаются списать деньги и что якобы данная операция была приостановлена. Затем ей позвонил другой мужчина, который тоже представился сотрудником банка. Звонивший убедил женщину, что необходимо снять все деньги с карты и перевести на специальные счета, чтобы мошенники не смогли их похитить. При этом вежливо извинялся за причиненные неудобства. Успокаивая потерпевшую, лжеспециалист сказал, что будет создан новый счет на ее имя, куда будут переведены ее деньги. Затем попросил пройти к банкомату и перевести всю сумму на номера счетов, которые он будет диктовать. Женщина отправилась к банкомату, расположенному в одном из магазинов, и стала переводить деньги на указанные счета. Отмечается, что при этом к ней подошел охранник и попытался ее остановить, говоря, что она общается с мошенниками. Однако потерпевшую это не остановило, и она продолжила осуществлять переводы. Но даже когда заявительница выполнила все действия, аферист не остановился и продолжил вводить ее в заблуждение. Он сообщил, что на ее имя оформили кредит, и чтобы его аннулировать, необходимо самой оформить данную заявку и перевести деньги на указанные счета. Что женщина и сделала. Таким образом, думая, что спасает свои сбережения, потерпевшая перевела мошенникам более 1 миллиона рублей личных денег и 500 тысяч рублей, оформленных в кредит. В отношении жителя поселка Жатай возбуждено уголовное дело за хулиганство. В дежурную часть полиции поселка Жатай поступило телефонное сообщение от местного жителя о том, что неизвестный выстрелил в воздух из охотничьего ружья. Инцидент произошел в вечернее время суток во дворе многоквартирного дома. Полицейскими установлен злоумышленник, которым оказался 53-летний мужчина. Выяснилось, что в тот вечер подозреваемый у себя в квартире распивал с родственниками спиртное. После застолья один из гостей пошел домой, но далеко не ушел и заснул на скамейке у подъезда. Когда мужчина вышел покурить во двор, то увидел лежащего родственника и сидящих на соседней скамье 2 молодых людей. Сделав неправильные выводы, он решил, что парни его побили, и начал предъявлять им претензии, на что молодые люди не отреагировали. Тогда мужчина поднялся в квартиру и вернулся уже с охотничьим ружьем в руках. Парни снова проигнорировали его провокации, после чего злоумышленник выстрелил в воздух, чтобы доказать им, что ружье заряжено. Не получив ожидаемой реакции, мужчина вернулся домой и спрятал ружье в сейф. А тем временем один из молодых людей позвонил в полицию. В настоящий момент оружие изъято. Нирингринка стала жертвой мошенников, продавая товар на сайте Авито. В полицию Нирингринского района обратилась местная жительница, которая рассказала, что разместила объявление о продаже хоккейного обмундирования. С ней связалась девушка и спросила, можно ли приобрести данный товар доставкой, на что женщина согласилась. После того, как сумма была оговорена, лжепокупательница отправила ссылку, якобы для получения оплаты товара. Ничего не подозревая, заявительница перешла по данной ссылке, ввела свои персональные данные, номер банковской карты. Сразу после этого она увидела, что с ее карты списаны деньги. Только тогда потерпевшая поняла, что попалась на уловки мошенников. В Амурской области пресечена деятельность организованной группы, осуществлявшей поставку наркотиков в Якутию и северные районы Приамурья. В апреле текущего года 16 ее активных участников задержаны. В настоящее время подозреваемым инкриминируется 15 фактов сбыта наркотиков растительного происхождения, совершенных в крупном размере. Изъято более 7 килограммов гашишного масла, мобильные телефоны, огнестрельное оружие, патроны, а также деньги, происхождение которых в настоящее время устанавливается. По всем фактам сбыта возбуждены уголовные дела. Соучастникам от 36 до 57 лет. Среди них жители городов Благовещенск, Изея, а также Тамбовского района Амурской области. Основных фигурантов полицейские задержали одновременно в 3 населенных пунктах области. Предполагаемый организатор преступной деятельности – житель Благовещенска, 1982 года рождения. По данным оперативников, с целью избежания наказания данный гражданин намеревался в ближайшее время уехать за границу. 6 фигурантов заключены под стражу. В отношении остальных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступной деятельности организованной группы. 8 человек стали жертвами пожара в одном из хостелов в Риге. Подробности в следующем материале рассказывает Никита Конев. 8 человек погибли в результате пожара в нелегальном хостеле в центре латвийской столицы Риги, который произошел ранним утром в среду. Об этом сообщили власти города. Еще 9 постояльцев попали в больницу, а оставшиеся 24 человека были эвакуированы спасателями.
По словам мэра Мартинша Стакиса, в отеле, расположенном возле главного вокзала, жили в основном иностранцы. Однако откуда прибыли люди, находившиеся в гостинице, не уточняется. Глава города подчеркнул, у отеля не было необходимых разрешений на работу, его обустроили в обычной квартире. Полиция начала расследование обстоятельств происшествия. Это был обзор чрезвычайных происшествий. Берегите себя и до встречи в эфире.